Эмомали Рахмон, «Один пояс, один путь» объединяет интересы многих стран. Эмомали Рахмон выступает на форуме «Один пояс, один путь», Пекин, 26 апреля 2019 год. Инициатива «Один пояс, один путь» является своевременным и необходимым требованием и объединяет в себе экономические интересы многих государств. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступает 26 апреля на втором заседании инициативы «Один пояс, один путь» в Пекине. Президент Таджикистана подчеркнул, что современный мир и человечество сталкиваются с глобальными проблемами, такими как влияние кризисов на экономику стран, конфликты, изменение климата и социальное неравенство во многих регионах, сообщает пресс-служба главы государства. Территория Таджикистана с древнейших времен находится на знаменитом перекрестке торговых путей Востока и Запада и благодаря своей особой позиции достойно служила для развития мировой торговли во имя развития многовековых отношений стран Евразии, отметил Эмомали Рахмон. При этом он подчеркнул, что Таджикистан и Китай объединяют общие границы, добрососедские отношения и дружба, уходящие корнями вглубь веков. Президент Таджикистана заявил, что страны-участницы инициативы «Один пояс, один путь» могут использовать опыт, технологические, инвестиционные возможности для реализации перспективных производственных и инфраструктурных проектов. В этой связи глава республики отметил, что Таджикистан обладает ресурсами для разработки проектов, имеющих региональное значение в сфере гидроэнергетики, коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Эмомали Рахмон также поделился перспективными инициативами Таджикистана во благо региона, использование возможностей страны по разработке полезных ископаемых. Уверен, что страны-участницы инициативы «Один пояс, один путь» направят все свои усилия на достижение целей по укреплению отношений дружбы и взаимного доверия, сказал президент Таджикистана в конце своего выступления. Между тем, в рамках форума глава Таджикистана Эмомали Рахмон 26 апреля провел также встречи с главами делегаций ряда стран. В частности, на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом были обсуждены нынешние отношения и перспективы сотрудничества стран, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи стороны отметили заинтересованность в реализации подписанных между Таджикистаном и Пакистаном документов, которые регулируют отношения стран в торгово-экономической сфере, в области культуры, образования, здравоохранения, туризма и другие. Одним из главных проектов двусторонних отношений был назван проект Каса-1000. На встрече президента Эмомали Рахмона с президентом Швейцарской конфедерации Ули Маурером были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестирования, совместной реализации отраслевых проектов, открытия совместных производственных предприятий, науки, культуры, образования и туризма. Эмомали Рахмон и Ули Маурер. Эмомали Рахмон пригласил президента Швейцарии приехать с официальным визитом в Таджикистан в любое удобное для него время. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Таджикистана обсудил вопросы развития дружбы и сотрудничества, и расширения связей в сфере